Камера, мотор, поехали. Запись программы о путешествиях – это съемка почти остросюжетного кино, правда, с множеством импровизации. Молодые и очень любопытные ведущие приезжают в Коми за новыми впечатлениями и знакомятся с интересными людьми, которые в итоге становятся их проводниками. Так путешественник Илья Чкан неожиданно встречает в тайге настоящего коми-охотника. Начали. Выходи, подлый трус! Ходи сюда! Ведёт! Коми? Коми? Нет, по коми не говоришь? Нет, не говорю. А вы кто? Ниндзя? Нет, ты охотник, у нас нет здесь ниндзя. Я тоже охотник, Илья. В роли проводника мастер народных и художественных промыслов Игорь Андрианов. Он сотрудничает с этнопарком уже не один год. Между прочим, тропу охотника здесь обустраивали по его рекомендациям. Да и национальный костюм он изготавливал сам, не нарушив историю. Алло, Марьяна, оцени, я Вера Лысь. Вера Лысь. Вера кто? Вера Лысь в переводе с коми-языка лесующий охотник. Тем временем для соведущей Ильи Марианны Григорович готовит гастрономический мастер-класс. Съемка этого эпизода запланирована в Коми-избе. Сегодня будем презентовать семгу по коми в омлете, в сливках. Традиционное блюдо, просто в приготовлении, вкусно, питательно и полезно. Этнопарк к вниманию федеральных СМИ постепенно привыкает. В последнее время такие визиты случаются по 2 раза в год. В прошлом году к нам приезжали телеканалы федеральные, даже освещалось в зарубежных средствах массовой информации. Это открытие школы живописи нефти на базе Музея искусства нефти. Также в декабре совместно с Ростуризмом у нас был проект по продвижению этнотуризма Республики Коми. И у нас принимали участие различные СМИ с регионов. Уникальный проект уже побывал в Калмыкии, Чечне, Башкирии и даже на Сахалине. О каждой точке на карте вышло сразу несколько передач. В них ведущие доказывают, отдохнуть ярко, бюджетно и незабываемо в нашей стране можно. В Коми московская команда, например, впечатлилась урбанистической Ухтой, очень трогательной лосефермой в поселке Якша и бескрайней тайгой. Здесь и люди отзывчивые, и природа, которая действительно впечатляет, и язык, который тебя уносит просто в какую-то другую страну. Тебе кажется, что ты находишься не в России, но на самом деле все это часть нашей родины. Вообще по образованию я лингвист, и мне очень интересно, конечно, изучать вот эти разные языки, диалекты, которые находятся у нас в стране. Но язык коми оказался не такой простой, и мы, знаете, память работает совсем недолго. То есть тебе сказали слово, ты запомнил Челым, хорошо, сказал его, и потом очень сложно вспомнить. Единственная трудность – расстояние. Практически все 10 дней команда в дороге. 14 часов мы снимали там в Керчоме, Усть-Кулом, озеро Канам, потом 8-часовой переезд по грунтовой дороге, там, соответственно, не поспишь. То есть мы приехали в 10 часов, до часу поспали и дальше работать. То есть, будем честными, дороги грунтовые – это очень тяжело для неподготовленного путешественника. Но сама природа, вот виды, не мне вам рассказывать. Она компенсирует все. Последний съемочный день команда «Поехали» планирует провести в столице Коми. А дальше их ждут новые приключения. В эфир же выпуски о республике выйдут лишь через пару месяцев. Эта командировка, как говорят гости, точно останется в сердце и на экранах. Таисия Жакова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.